Правила проведения соревнований по национальным видам охоты Салбуурун. Салбуурун – комплексные охотничьи игры кыргызского народа с ловчими птицами и собаками. Бүркүт салуу. Бүркүт салуу – охота с беркутом. Состав команды 4 человека, 1 руководитель и 3 беркутчи, охотник с беркутом. Согласно правилам игры Салбуурун, состязания проводятся следующим образом. Участники испытывают своих беркутов в следующих двух упражнениях – чырга и үндөк. Победитель в соревнованиях по бүркүт салуу определяется количеством очков, заработанных в ходе двух состязаний – үндөк и чырга. Требования к участникам соревнований по бүркүт салуу. Каждый участник должен выступать в национальной одежде своей страны. Каждый участник должен иметь паспорт на ловчих птиц и международный ветеринарный сертификат о вакцинации ловчих птиц, а также для участников иностранных команд требуется справка от Международной ветеринарной организации СИТЕС. Чырга. Здесь каждый беркутчи, охотник с беркутом, запускает своего беркута в направлении муляжа, сделанного из шкуры лисицы, которую наездник на скаку тянет за собой. Согласно требованиям, беркут должен долететь до муляжа, двигающегося на средней скорости, и схватить его. По пути полета беркута устанавливается 2 флажка. Расстояние между флажками составляет 150 метров. Оценивается время и скорость полета птицы между этими флажками. Посредством этого упражнения определяется уровень тренировки беркута. Беркутчи набирает очко. Согласно правилам, охотник может запускать своего беркута лишь 1 раз. Үндөк. В этом состязании беркута усаживают на расстоянии 200 метров, после чего беркутчи отходит или отъезжает на заданную точку. По сигналу судьи охотник начинает окликать своего беркута, держа в руках приманку. Здесь оценивается время прилета беркута к руке беркутчи. По сигналу судьи начинается отсчет времени. Если в течение 2 минут беркут не реагирует на голос хозяина, попытка не засчитывается. Каждому участнику дается по одному подходу, стоя на земле или верхом на коне. Далба. Далба ойноту. Полет сокола на вобила. Состав команды 4 человека. 1 руководитель и 3 кушчу, сокольник. В данном виде соревнования оценивается скорость полета сокола посредством запуска на вобила. Каждому кушчу, сокольнику, дается 3 минуты на испытание своего сокола. В течение этого времени птица должна взлететь и с воздуха имитировать нападение на вобила, который сокольник крутит на веревке. Вобила изготавливается из перьев куропатки, фазана и голубя, взятых с хвоста и крыльев птицы. Согласно правилам, судьи отмечают, сколько раз сокол прилетел и имитировал нападение на вобила. Победитель определяется посредством наибольшего количества очков. Требования к участникам соревнований по далба ойноту. Каждый сокольник должен выступать в национальной одежде своей страны. Каждый сокольник должен иметь паспорт на ловчих птиц и международный ветеринарный сертификат о вакцинации ловчих птиц. А также для участников иностранных команд требуется справка от Международной ветеринарной организации СИТЕС. Тайган-жарыш. Тайган-жарыш – собачьи бега среди породы борзых собак. Состав команды 4 человека, 1 руководитель и 3 владельцев собак. Резвость собаки определяется скоростью ее бега на расстоянии 350 метров. Собаки гонятся за муляжом из лисьей или заячьей шкуры, с которой наездник скачет со скоростью 60-65 км в час, либо муляж тянет специальный механизм. Судьи оценивают время, за которое собаки финишировали первыми. После сигнала судьи каждый раз одновременно выпускают по 3 собак. Среди каждой породы борзых собак проводятся отдельные забеги. При состязании собак в беге проводятся предварительные, полуфинальные и финальные забеги, в которых определяется резвость собак. Если во время забега собаки будут мешать друг другу или одна собака попытается укусить другую, то эта собака выбывает из состязания. А собаке, которые помешали, разрешается заново участвовать в состязаниях. В данном виде соревнований засекается время бега самых быстрых пород борзых собак. Все призовые места
может иметь только одна порода собак, либо собаки одной страны, если они будут показывать самые лучшие результаты во всех забегах. Требования к участникам соревнований по тайган-жарыш. Каждый участник должен выступать в национальной одежде своей страны. Каждый участник должен иметь паспорт на собаку и международный ветеринарный сертификат о вакцинации собаки. Приезжие команды могут арендовать питомцев беркут, сокол, тайган по заблаговременной договоренности с Федерацией Салбурун Кыргызской Республики.